Это очень важный факт, о котором много написано и в интернете тоже, но я все же скажу об этом. В 1944 году, когда боеспособная часть почти всего населения Чечни и Ингушетии воевала в войне с фашистами, в это время их обвинили в измене родине, будто они пошли против родины. В течение одной сутки население всей Чечни и Ингушетии было полностью выселено с родной земли и переселено в Среднюю Азию и Сибирь. Это не новый факт, сегодня об этом знают почти все. Изначально мы здесь начали отмечать эту дату и постоянно отмечаем эту дату на протяжении почти последних 30 лет. По сей день мы каждый год отмечаем эту дату. К сожалению, некоторые начинают говорить, что вот ты сделал мне это, я тебе сделал то, ты ему это сделал. К сожалению, бывают такие разговоры. А у чеченцев есть одно очень большое природное свойство, природная черта характера, которая выражается в том, что когда грузины упрекают чеченцев за их участие в Абхазской войне, сами чеченцы никогда не упрекают грузин за участие в депортации 1944 года. Тогда случилось то, что во время депортации очень много чеченцев пострадало от рук очень многих грузин. Хоть элементарно вспомним то, что Гвишани заживо сжег 700 человек в Хайбахе. Это исторический факт, но я хочу сказать, что чеченцы очень хорошо знают, что грузины этого не сделали. Это сделала Россия, однако руками тех людей, которые, скажем так, находились в ее подчинении и выполняли ее поручения. Это очень хорошо понимают чеченцы. Конечно, среди чеченцев тоже появится такой человек, который будет говорить об этом и упрекать грузин. Но что я хочу сказать? Единственный народ, который после возвращения чеченцев и ингушей из депортации уступил им свою землю, и не только уступил землю, но и создал им условия, чтобы нуждающиеся люди, вернувшиеся с пустыми руками, могли продолжить жизнь, это были грузинские горцы. Грузины создали им элементарные условия, грузины оставили им домашних птиц и корову. Грузины сохранили их дома и подворья, за которыми ухаживали целых 13 лет, а затем, действительно, как говорится, преподнесли все это вернувшимся чеченцам и ингушам. Так поступили только грузины, а остальные поступили иначе.